формате делового сбора всех заинтересованных общественников, которые откликнулись на призыв Общественной палаты сегодня собраться для такого делового разговора в формате очень конкретного, динамичного посыла, когда мы, Общественная палата Республики Коми, и общественные организации, активисты, потому что здесь не только общественные организации, но и граждане отдельные, фактически приняли предложение Общественной палаты на вот эту встречу. Уважаемые коллеги, для того, чтобы нам с вами работалось более уверенно, у каждого из вас на руках есть порядок встречи с общественными объединениями. Кроме того, небольшой буклет, который далее вы можете использовать в своей работе, когда, я так полагаю, у нас с вами становятся более тесные контакты, поэтому посмотрите его. Но в порядке обозначен у нас с вами формат, регламент выступлений, потому что очень надеемся, что выступать мы будем сегодня с вами по тем вопросам, которые в предыдущем анонсе были обозначены. Итак, коллеги, пока мы настраиваемся на вот такую рабочую волну, я, конечно, сразу хотела бы обратить внимание, почему сегодня Общественная палата все-таки решила собрать и посмотреть, сколько человек откликнется на наш призыв. Понятно, что здесь как раз собрались люди, у которых понятие пассивность, безразличие к тому, что происходит вокруг, отсутствует. Здесь находятся люди, которые понимают, что такое гражданская инициатива, что такое гражданская совесть. Ну, одним словом, здесь собрались лидеры общественного мнения. Люди, которым не безразличны проблемы в обществе, которые волнуют сегодня каждого конкретного человека, и, безусловно, у них есть что сказать, чем поделиться друг с другом с такими же единомышленниками по общественной активности. Уважаемые коллеги, в настоящее время повсеместно отмечается рост активности отдельных активистов. Общественная палата это особенно ощущает, потому что большой приток конкретных людей, которые приходят, делятся своими мыслями, своими проектами. Вот в момент подготовки к этой встрече на почту пришло сразу несколько интересных проектов активистов, которые очень надеются, что мы их поддержим, и эта надежда должна оправдаться безусловно. Сегодня здесь с нами в зале активисты от ТОСов, активисты, которые готовы применять свои знания и свои силы, профессионализм от НКО, люди, которые готовы обучаться новым формам участия в государственном общественном строительстве, это общественные советы при муниципальном образовании. Вот я знаю, что здесь сегодня 4 члена общественного совета села Иб, не муниципального даже образования, а сельское поселение, общественный совет присутствует с нами в этом зале. Уважаемые коллеги, по мнению экспертов Общественной палаты Российской Федерации, сегодня практически во всех сферах можно найти эффективно работающих активистов, сообщества граждан, начиная с вопросов экологии, обустройства территории, заканчивая велосообществами, анти-КП, клубами по интересам. Ну вот только вспомнить, пожалуйста, наши боевые искусства для бабушек, экспансистов от клуба Анатолия Чикачи. То есть у людей на самом деле потребность самореализоваться не только на работе, но и в этой общественной жизни достаточно велика. Откликаясь на данный факт, Общественная палата просто обязана объединить усилия, чтобы оказывать поддержку гражданским активистам, НКО, ТОСам, фактически тем интересным проектам, которых достаточно много, и они действительно иногда требуют общественной солидарности. Запрос на социальную справедливость сегодня находит свое отражение в возрастании активности граждан в сфере общественного контроля. Работающие институты общественного контроля – это тот самый эффективный механизм активизации государственного управления, который мы с вами совместно должны, безусловно, запустить. Что же все-таки побудило Общественную палату республики сделать вот такой экстренный сбор и еще раз поблагодарить всех, кто на него откликнулся? Ну, в первую очередь, вот такое ощущение, что на фоне достаточно большой активности отдельных граждан отмечается тревожная тенденция тихой деятельности крупных, особенно, подчеркиваю это, общественных объединений, значимых общественных объединений. Поэтому предлагаем на нашей встрече
социализировать усилия между собой, чтобы быть полезными друг другу, власти в решении непростых задач, поскольку у нас все равно с вами одни цели – видеть свой край процветающим, успешным, счастливым, и тогда мы сможем говорить о развитии гражданского общества. В анонсе мы с вами как раз говорили, что и этот вопрос волнует сегодня Общественную палату, и без вас его не решить. Мы с вами должны подготовить хороший доклад о состоянии гражданского общества в Республике Коми. Понятно, что делать мы его с вами должны вместе. Екатерина Михайловна, она очень хотела быть на этой встрече, но экстренно улетела в Москву. Поэтому остается надеяться, что следующая встреча пройдет с ее участием, ей есть что нам сказать, с чем обратиться. Потому что совсем недавно прошла встреча на площадке Общественной палаты с заместителем председателя правительства Республики Коми Михальченковой, и много вопросов еще осталось тех, которые хотелось бы совместно обсудить. Поэтому позвольте мне представить первое слово для приветствия самому молодому представителю нашей с вами вот этой встречи, объединяющему очень серьезное новое направление в деятельности, общественной деятельности молодежи и детей, Василию Михайловичу Андрееву. Василий Михайлович, пожалуйста. До 3 минут. Добрый день. Действительно, мы представляем, в моем лице представляется две крупнейшие детские общественные организации нашего региона. С 2003 года я руковожу общественной организацией Ассоциации детских общественных объединений нашей Республики Коми. И с 2016 года я стал региональным представителем Российского движения школьников на территории Республики Коми. Российское движение школьников в Коми – это общероссийский проект, который будет объединять детей всей нашей страны. И вот сейчас на данный момент ведется очень колоссальная работа по запуску этого проекта государством и общественными организациями. К сожалению, мы еще не со всеми общественными организациями встретились, но с теми организациями, с которыми мы уже провели беседу, мы начинаем потихоньку работу. В чем будет заключаться работа? Для того, чтобы мы говорили, что у нас не говорили, что у нас короткая линейка общественников, мы должны уже сейчас задуматься о том, что каких детей мы будем воспитывать. И поэтому Российское движение школьников в первую очередь ставит задачу перед общественными организациями нашей Республики Коми – это включение в работу. На данный момент ведется работа по созданию рабочих групп по направлениям работы Российского движения школьников. И каждая общественная организация, каждый общественный деятель может войти в эту рабочую группу, а их на данный момент 5. Это информационно-медийная, это гражданская активность, это военно-патриотическое воспитание и личностное развитие. Мы приглашаем к участию в работе для того, чтобы мы создавали единый план действий, потому что дети у нас одни, молодежь одна, и мы не должны ее растаскивать в разные стороны. Давайте работать вместе, давайте взаимодействовать, потому что нам, руководителям детских организаций, нужна поддержка взрослых наставников. Мы ждем все общественные организации к диалогу, к партнерству, в работе с нами. Ведь если сегодня мы наших детей воспитаем, значит мы и будем дальше жить в том государстве, в котором мы воспитаем с вами. Спасибо. Дорогие друзья, я очень рада возможности поприветствовать вас от самой молодой общественной организации, на мой взгляд. Я думала, что движение школьников по самому молодой, нет, оно и раньше уже было. А вот наша общественная организация, Национальная родительская ассоциация, совсем молодая, ей всего 3,5 года. Я уверена, что вот эта деловая заинтересованная встреча сегодня даст новый толчок для развития дальше гражданского общества по укреплению диалога всех заинтересованных сил в решении всех проблем. А вот все хорошее и все плохое, я думаю, вы со мной согласитесь, вы, смотрю, все родители, что все хорошее и все негативное, что у нас в обществе происходит, так или иначе касается семьи. Многие негативные тенденции связаны с детством, с родительством, с ослаблением института семьи, того главного ядра, вокруг которого возникает и развивается человеческая жизнь. Вот оно связано как раз с ослаблением института семьи.
И сегодня мы вынуждены признать наличие вот в этой области массы негативных явлений: и сиротство, и преступность детская, и алкоголизм, и снижение экономической состоятельности семьи, и традиционных связей родителей и детей, значимости отцовства и материнства. Я могла бы еще продолжать. Но несмотря на то, что современная семья переживает сложный период своего развития, я хочу сказать, вот в конце, я хочу сказать, что у нас с вами все не безнадежно. Еще 100 лет назад вот эти проблемы, которые я сейчас назвала, они ведь и 100 лет назад были. И вы знаете, если мы возьмем исследования нашего земляка Етерины Сорокина, ровно в 20-е годы прошлого века, 100 лет назад, в своей монографии «Кризис современной семьи» он как раз писал о том, что семья уже тогда переживала острый перелом. И вот он называл как раз те проблемы, которые я говорила. Он исследования проводил в основном на Западной Европе, но вот они все эти проблемы пришли через 100 лет и усугубились еще больше у нас с вами. Поэтому совершенно не зря, вот не случайно, не то слово сказала, совершенно не случайно, что в 2013 году, после того, как состоялся Госсовет при президенте в Вологде, если кто-то вот следит за этим, была создана общероссийская общественная организация Национальная родительская ассоциация социальной защиты семьи и поддержки национальных семейных ценностей. Миссия, вот когда мы, делегаты, на первом съезде были, нам сказали, наша основная миссия – это объединить усилия государственных, всех общественных организаций, религиозных конфессий в интересах семьи с целью выработки единых подходов, единых базовых ценностей семейной политики. И вот тогда в своем напутствии президент, я только вот буквально два предложения скажу из его напутствия, и вот оно как бы для меня вот стало точкой отсчета, что создать большую крепкую семью, воспитать детей, быть счастливым в своей собственной семье очень важно. Либо через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадежно постаревшую, неспособную сохранить свою самостоятельность и даже свою территорию. Вот это мне так тогда запало на этом съезде, когда стали создаваться вот сразу же по приезду стали создаваться по всем регионам отделения, региональное отделение. Мы тоже в июле создали, в 2013 году создали коми-региональное отделение. И мы смогли, вот я тогда очень благодарна Общественной палате, потому что мы как раз в стенах Общественной палаты проводили первое свое такое объединяющее собрание. Мы смогли объединить сразу более 10 общественных, просемейных общественных организаций. И сегодня, конечно, мы бы хотели стать той реальной общественной силой, которая компетентно, комплексно и ответственно отстаивает интересы семьи. Не скажу, что все удается, конечно, не все удается, но за эти годы, коллеги, нам удалось все-таки выстроить отношения, вот я уже говорю, с первого дня с Общественной палатой. И мы сегодня думаем с Галиной Викторовной какой-то серьезный проект, может быть, продумать, так, чтобы не... Вот я все время говорю о том, что работа даст результат, когда она системно проводится, не от случая к случаю, не тогда кто-то сверху когда сказал, а когда она выстроена системно. Поэтому вот системно выстроить отношения, они выстраиваются уже как-то с Общественной палатой, с социальными министерствами. Не все просто было, и сейчас не все просто, но с министерствами социальной сферы. Вот в этом году мы уже с Министерством юстиции тоже, причем они сами к нам обратились, с тем, чтобы наладить контакт совместно по предупреждению преступности среди несовершеннолетних. И вот, конечно, я еще раз с епархией, мы уже 2 года проводим целую систему общих мероприятий по укреплению института семьи. Хотелось бы, чтобы эта работа велась системно. Я хотела бы сказать, что вот мы возлагаем большие надежды на работу семейного совета. В июне этого года
главы республики был создан семейный совет, как коллегиальный совещательный орган при главе. И мы думаем, что это как раз та серьезная, хорошая площадка, на которой мы можем отстаивать интересы детей, материнства, отцовства. Мы все время, вот с Союзом женщин, Галина Анисовна, наверное, скажет, если будет выступать, мы все время говорим о том, что сегодня надо поднимать статус отца, и он должен стать таким, какой он был во всю историю человечества. И меня радует, что у нас 12 наших таких активистов нашей общественной организации вошли в этот семейный совет. Поэтому, заканчивая, поскольку это сегодня у нас вот такое, будем говорить, короткое должно быть выступление, я хочу сказать, что необходимо в дальнейшем стремиться выстраивать, еще раз повторюсь, системное сотрудничество всех заинтересованных сил в улучшении, в решении тех проблем, которые в обществе есть. А их у нас, к сожалению, очень много. Людмила Леонидовна, сейчас немножко дополнить, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые участники совещания. Да, действительно, мне посчастливилось почти 30 лет работать в одной из самой взрослой женской организации Союза женщин Республики Японии, когда назывался Республиканский женский совет Александра Петровна Батманова, затем Маура Беляева, многие годы возглавляла Галина Николаевна Кравченко. И действительно была огромная такая стройная система работы женских советов в городах и районах и на местах. И меня радует, что, пожалуй, эта организация не только самая взрослая, 95 человек, но она самая консервативная, как женщина обычно тоже достаточно консервативна. И, пожалуй, это одна из таких организаций, которая не распалась вместе с распадом и КПСС, и СССР. По крайней мере, после августовского путча женщины объединились в Союз женщин России. И таким образом организация эта сохранилась. Конечно, многое утрачено. Каким-то образом, может быть, некоторые проекты действительно ушли. Если вспомнить самые такие удачные направления работы женских советов, это, конечно же, была работа с семьей. Была целая программа, утвержденная секретариатом областного комитета партии «Молодая семья». Была система работы с многодетными семьями. Очень много тогда было как раз установлено по инициативе Союза женщин льгот для различных категорий населения. Но опять же меня радует то, что потихонечку вот эта система устанавливается. И мне очень бы хотелось надеяться, что с вашей помощью, общими усилиями, с вашим неравнодушием, ну и, естественно, вот есть такая площадка Общественная палата, мы с вами, опять же, сумеем, по крайней мере, самые лучшие традиции, какие были в женском движении, выработаны, сумеем продолжить. Спасибо за внимание. Спасибо, Валентина Васильевна. Коллеги, понятно, что не случайно мы все-таки вот как бы начали с тех организаций, которые на слуху. Очень надеюсь, что мы еще и поговорим о тех, кто сегодня как бы и не так еще на слуху, но большую работу проделывает. А вот то, что наработано этими организациями, очень трудно отнивелировать, поскольку это тот бесценный опыт, который нельзя потерять. Правильно, общественная палата со своей готовностью предоставлять площадку инициаторам многих вопросов, которые смыкаются не только, скажем, на одной организации, но сразу на нескольких, готова вот подключаться как раз вот таким воплощением инициатив, но с учетом того опыта, который уже наработан, потому что с пустого места очень сложно что-либо начинать. И поэтому вот такому опытному руководителю, который много лет ведет свое направление грамотно, системно выстраивая работу, очень часто испытывая трудности в достижении каких-то целей, но уверена в том, что достигнет результата эта организация Всероссийского общества инвалидов. И сегодня Маргарита Михайловна здесь присутствуют ее коллеги, которые готовы поддержать при необходимости включиться в разговор. И поэтому, Маргарита Михайловна, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Добрый день. Не была на такой большой площадке, поэтому немножко и волнуюсь, хотя вроде как все знакомо. Знаете, я, наверное,
готовила приветствие, как говорила Галина Викторовна, но я вот сейчас, сидя здесь, думаю, что нет, я выступлю сейчас один раз, чтобы больше микрофон не брать, и я, наверное, хотела бы сказать вот о чем. Буквально некоторое время назад мы в Общественной палате занимались тем, что думали, каким же образом нам вообще узнать, что есть в Республике Коми, какое у нас поле НКО. И занимались неким таким вот созданием реестра НКО. Нам это удалось сделать, и когда мы увидели, что огромнейшее количество, там было более 1000 организаций НКО, маленьких, больших, ну, совершенно различных, и все эти организации занимаются действительно очень важными вопросами. С ними абсолютно работали на созидание. Потому что все наши встречи, которые были, проходили, все наши разговоры, переговоры, они сводились все к этому. И все говорили только об одном. Мы объединились. Нас 5 человек, нас 25 человек, нас 100 человек. Мы все объединились для того, чтобы улучшить качество жизни людей. Будь это дети, о которых мы сейчас слышали, будь это семьи, женщины, это не важно. Будь это люди с инвалидностью, которых вот мы с ребятами здесь представляем. И нас очень много. И, кстати, наша организация тогда еще больше старше. У нас 7068 членов. Так что, если брать по членству, мы, наверное, достаточно большие. И я сейчас хочу сказать, да, реестр мы выявили, встречи мы проводили, мы выявляли проблемы. Но я думаю, что проблемы по-прежнему они остались. Первая проблема, которая существовала на тот момент, это проблема поддержки НКО. И она в большей степени касалась того, что очень многие организации не имеют своих помещений. А если имеют, то они находятся в страшных муках. Вот как сейчас, например, у нас есть сыктывкарская организация, объединяющая 1500 человек. 25 тысяч рублей надо ежемесячно отдать только за коммуналку, не считая ни света, ничего другого. Как она может выжить? Каким образом вот остаться вот этой вот достаточно серьезной организацией, самой крупной в нашей, я, например, пока, честно говоря, тоже не знаю. Мы очень много говорили о том, что необходимо создать в республике некий ресурсный центр НКО. Это не только тот центр, который учит писать проекты. Это вообще поддержка. Поддержка и возможность пользоваться оргтехникой, проводить мероприятия. Да, есть палата, но Галина Викторовна хорошо знает, например, для нас она недоступна. И мне вот сейчас приходится использовать передвижение коляски, и я вынуждена была выйти из палаты только по этой причине, что подняться туда мы не имеем никакой возможности. И на сегодняшний день, если мы хотим провести такие масштабные мероприятия, вы даже сегодня видите, да, вот нас 3 человека. Выйти выступить мы не можем, кругом барьеры. И здесь, я думаю, что тоже у нас как-то пока чуть-чуть попозже скажу. Мы очень долго мечтали, это была такая сумасшедшая идея Галины Николаевны Кравченко, я тогда не до конца это понимала, стать грант-операторами. Ну а почему бы нет? Почему не создать бы при палате что-то такое, что действительно бы сами общественники могли бы заниматься этим достаточно серьезным делом, потому что сегодня этим занимаются государственные структуры. И как это происходит, это достаточно непростая вещь. Я думаю, что об этом нам нужно думать. Второй момент, это тоже я считаю, что очень важно. Вы знаете, вот этот поиск лидеров по всей республике, общественных лидеров, людей, которые ведут за собой группы, это тоже одно из серьезных направлений, потому что у нас их не так много, и я бы, наверное, Галина Викторовна предложила поддержать, если он, конечно, существует, конкурс Минобразования «Лидер 21 века». Слушайте, там такие замечательные просто ребята выступают со всей республики. Я думаю, что это нужно взять под палату и этих ребят вести и дальше. И если они там выступают с проектами, и проекты у них замечательные, найти и сделать все возможное, чтобы они получили какую-то поддержку, реализовать свое вот это вот задуманное. Вот мы сегодня говорим соглашение. Да, соглашение. Знаете, я вот, как бы уйдя с такого поля политического, общественного, я имею в виду высокого, ушла работать в свою команду, которая у меня замечательная. И знаете, вот с тех пор, прошло сколько уже, с 2014 года, я вам просто скажу, и ребят меня поддержат, что на сегодняшний день, что бы мы ни делали для своей группы людей, мы ни разу еще не получили никакой поддержки. Я не беру точечно. Есть люди, которые нас поддерживают. Галина Анисимовна здесь, Татьяна
Татьяна Алексеевна, я прошу прощения, Татьяна Алексеевна, Солодина, да, потому что это люди, которые вот приходят и нам как-то стараются помочь. Но когда мы отстаиваем свои права, и все вы об этом читаете, что в республике, например, отсутствует Центр социальной реабилитации, мы бьемся за него более 10 лет. Мы собрали уже 4400 чем-то подписей, и до этого собрали 2212, я их передавала тоже в общественную палату. Но я вам честно скажу, никто не приходит на поддержку и помощь, никто. И справиться мы сегодня не можем. Одни обещания вокруг, одни только обещания. А ведь смотрите, ведь та группа людей, которых мы сегодня представляем, люди с инвалидностью, это есть дети, и их много. Это есть молодежь, и их тоже много. Это есть пожилые люди, и они в большей степени уже все нуждаются в той же доступной среде, которую сегодня мы, будем так говорить, тоже не видим. Нет системы создания этой доступной для нас среды. Поэтому мне бы, наверное, очень хотелось, первое, Галина Викторовна, это замечательная встреча, и мне очень хочется, чтобы она была постоянной. Чтобы возможность говорить, она у нас была не только на форумах, которые не проходят часто, а она была возможность вот такой вот, но только это вот помещение, оно не дает возможности говорить и обсуждать. Все-таки это, наверное, не по доступности, неудобно сидеть как за партами, очень хочется действительно такого прямого, как глаза в глаза, хочется видеть, говорить, слышать, обсуждать, может быть, там, подать руку помощи. На сегодняшний день, мне кажется, что это супер важно. И дай Бог, чтобы вот эти встречи были, и я бы хотела, чтобы мы с вами поддержали, вот первое, это лидер 21 века, второе, давайте всем миром все-таки повернемся к теме, которую когда-то, помнят мои коллеги по палате, очень сильно пыталась пронести Татьяна Козлова, это волонтерство. Мы сегодня столкнулись с такой темой, что приходят к нам волонтеры, вот они постояли у стеночки, после этого приходят и говорят, а где благодарственное письмо? Ребята, это не волонтеры. Это не волонтеры совершенно. Волонтеры вообще свою работу, добровольцы делают тихо. А здесь, когда я должна каждому из них еще подготовить благодарственные письма, за что? Я не согласна. Я думаю, здесь надо менять культуру помощи. Здесь нужно менять вообще понимание, кто такой доброволец, волонтер. И это, мне кажется, работа как раз и общественности в первую очередь. И, конечно, мне очень хочется сказать сейчас, наверное, одно только. Мы вас приглашаем. Приходите к нам и, наверное, помогите нам. Я не очень люблю просить помощи, но я очень вас прошу, поддержите нас по созданию безбарьерной среды, где бы то ни было, село, там, я не знаю, деревня, город, район, неважно. И поддержите нас, пожалуйста, еще и в других начинаниях, чтобы мы могли жить наравне с вами. И не прятаться где-то, и не бояться выскочить, а чтобы все вопросы, которые у нас есть, и проблемы, мы сообща все-таки решили, и тогда вот эта вот наша миссия созидания, она, наверное, будет выполнена, или там более на другой уровень станет, но мы приглашаем абсолютно всех. Очень прошу вас повернуться лицом, наверное, к тем, кто особенно нуждается в вашей поддержке. Спасибо. Я думаю, что есть смысл еще дать слово новому председателю Республиканского совета ветеранов Республики Коми-Жукова Людмиле Александровне, которая вот сразу включается в работу и попадает вот на эту встречу. Пожалуйста. От самой массовой организации и от самой мудрой по возрасту. Я приветствую всех лидеров общественных формирований и хочу сказать, что у нас у всех одна цель. Это сделать лучше жизнь людей населения республики. Но, к сожалению, нам не удается это сделать по причине того, что мы с вами разъединены. И у нас нет сплоченности. И мое первое предложение, это, поскольку Галина Викторовна выступила инициатором проведения этой встречи, давайте тогда объединимся под ее крышей и создадим, может, ассоциацию, может, как-то по-другому назвать, но самое главное, чтобы наши эти встречи были регулярными. И я предлагаю, Галина Викторовна, пока мы еще не опоздали, как это было в течение 12-13 лет, может быть, давайте мы проведем встречу с исполнительной законодательной властью в присутствии главы. Я думаю, эта встреча необходима. Вы знаете, я немножко ностальгирую,
Сегодня этого нет. Ну, в связи с тем, что новый глава еще. Поэтому пока мы не опоздали, давайте объединимся и давайте общими усилиями будем решать все наши задачи. Успехов и удачи! Спасибо, Людмила Александровна. Уважаемые коллеги, в первую очередь, для того, чтобы нам, скажем, наметить встречу с участием всех органов власти и главы, мы, наверное, сами с вами должны более четко определиться, чему посвятим этот разговор. Вот, наверное, поэтому нам вот этот деловой сбор должен быть, для того, чтобы понимать, а какие вопросы мы будем рассматривать, а что мы можем вынести вот на такое совещательное мероприятие, когда не просто нам рассказывают, а мы еще и нас слышим. Но Людмила Александровна, эта идея неплохая, и мы, общественная палата начала ее воплощать. Вы уже знаете, что у нас уже состоялся целый цикл встреч с министрами, с правительственным составом, начиная с главы, продолжил Емельянов Сергей Витальевич, министр культуры, была у нас Наталья Алексеевна Михальченкова, затем у нас Герасимов Николай Николаевич 10 февраля с нами встречается, затем Лазарев Константин Григорьевич, Князев Анатолий Пантелеймонович. Это те министры, которые уже заявились на встречу с нами. Пожалуйста, уважаемые коллеги-общественники, если вы готовы и хотели бы принять участие, на сайте смотрите, когда будут проходить эти встречи. Это разговор без галстука, это разговор без участия СМИ, ну, чтобы не смущать, потому что СМИ кто-то боится, а потому что, ну, наверное, так, может быть, и членам общественной палаты как-то более по-домашнему разговор идет. Начало положено, Людмила Александровна, а дальше мы уже будем смотреть по ходу. Ведь мы с вами не просто встретились, чтобы поговорить, а мы встретились, чтобы говорить о тех моментах, которые сегодня как раз отвечают на вопрос. В чем дело? Организации, которые проводят большую работу, об этом я не раз уже убедилась, когда бываю на этих мероприятиях, потрясает организованность, системность, глубина, такая серьезная ответственность. Одновременно план работы, когда смотришь, понимаешь, что это не просто посиделки какие-то, это очень серьезные вопросы. Но вместе с тем, вот Маргарита Михайловна высказала сейчас такую боль, что вся эта большая глобальная работа, рекомендации, решения очень часто кладутся под дно. Вот этот разговор. И простите, что мы не стали говорить о регламенте, но постарайтесь сократить все-таки время выступления для того, чтобы было понятно все-таки, что мы сегодня предложили бы нашему сообществу. Итак, желающие выйти к этому микрофону и сегодня высказать свою точку зрения в адрес общественной палаты, предложения конкретные. И не забывайте про анкеты. В анкетах вы можете написать те предложения, которые, возможно, не удастся озвучить здесь. Пожалуйста. Мы определим. Все понятно. Мы вас понимаем. Пожалуйста. Я представляю кадастровую палату. Все мы имеем недвижимость. И с кадастровой палатой, с Росреестром все каким-то образом сталкивались. Заместитель директора Зинаида Павловна. Хотела поднять вопрос для того, чтобы призвать к популяризации таких работ, как комплексные кадастровые работы. Их смысл немножко сказать, с какой целью они должны разворачиваться на территории Республики Коми. И мы надеемся, что общественность будет поддерживать развитие этих работ, потому что эти работы очень важны. Одной из важнейших задач, поставленных перед субъектами правительством Российской Федерации на ближайшие годы, является задача повышения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшения жизни граждан России, в том числе и нашей республики. Если посмотреть, какая ситуация у нас с нашим кадастром и реестром недвижимости, то по сравнению с другими субъектами границ определенных с точностью необходимой, то есть промежованных, как мы говорим, очень низкий процент. То, что не межуют граждане свои границы, это понятно, это дорогие работы. Вот комплексные кадастровые работы, они как раз и придуманы с целью, чтобы эти работы сделать массово. Выполнение комплексных кадастровых работ предполагается с софинансированием из федерального бюджета. Нужно просто попасть в программу по софинансированию. Вот это наша с вами задача, потому что если мы заявимся и
будем проводить на территории республики эти работы, во время этих работ не только устанавливаются границы существующих участков, формируются земельные участки, которые относятся к общественным, это улицы и так далее. Что мы написали на главу обращение о том, что нужно развивать эти работы, и надеемся, что вы поддержите тоже эти мероприятия, в том числе по взаимодействию с органами местного самоуправления, потому что часть возлагается трат на проведение этих работ на муниципалитет, на их финансирование тоже. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле нам интересна эта тема. Мы бы хотели с вами пообщаться, но уже отдельно в общественной палате. Если вы не против, то мы бы хотели вас пригласить просто пообщаться. Конечно. Спасибо. Галина Викторовна, можно? Всероссийский совет местного самоуправления, Цветкова Надежда Федоровна. Вот на самом деле сегодня абсолютно все сидящие в этом зале – это лидеры общественного мнения, и я думаю, что общественная палата уже вправе формировать свой кадровый резерв будущих глав и руководителей муниципалитетов. Вот, потому что вот именно на этих людей, сидящих в этом зале, равняются. Мое предложение, которое я озвучила в анкете, это организация проведения к столетию образования Республики Коми первого съезда некоммерческих общественных организаций, возможно, по Северо-Западному федеральному округу при поддержке Общественной палаты Республики Коми в рамках реализации программы главы Республики Коми «Возрождение Республики Коми». Вот, поэтому я хотела со своей стороны предложить вам также выйти на советы муниципальных образований, заключить соглашение о сотрудничестве, и вот таким активным людям, как Анна Викторовна, например, в перспективе посещать те же комиссии по бюджету, вашему председателю Общественной палаты по социальным вопросам, наши другие комиссии, чтобы у нас было больше взаимодействия, мы слышали вашу позицию. Спасибо. Спасибо, Надежда Федоровна. Движение общественно полезной социальной помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, альтруисты. Я бы хотела начать с последнего вопроса. Тут было сказано о том, что власть не поддерживает никого. Можно говорить, а можно делать. Если действительно прийти с конкретными предложениями, значит, ты получишь реальную помощь. То есть Гавриков у нас хоть и новый, но он работает, и он распоряжается, его помощники реально помогают. Вот не на словах, а на деле. И реально удается что-то решать, какие-то вопросы, которые годами не решались, и по полгода не решались. И эти вопросы решаются уже тихо, мирно, спокойно. То есть надо все-таки делать грамотно. Не говорить, а делать. Тогда это все будет. Это по поводу последнего вопроса. Вот. Очень важно, что в городах принято решение у нас в стране о строительстве микроквартир. Хорошо бы у нас поднять вопрос, даже в Общественной палате, о строительстве микроквартир, потому что люди нуждаются, и, ну, это важно, даже доказывать не надо, что это важно, правда? Кто-то имеет, кто не имеет. И у нас есть женщина, которая всю жизнь проработала, полный стаж выработала на военно-морской базе, на руководящей работе, засекреченном отделе, и она была просто на улице 69 лет. Мы ее устроили, мы многое сделали, у нее сейчас есть комната 10,8 квадратных метров, приобрели, собрали деньги, приобрели, она расплатилась за это, но она там жить не может, потому что там много соседей, и это все нереально. И ей сейчас 76 лет, ей жить не хочется. Вот 76 лет жить с соседями, была бы микроквартира, каким-то образом уладили бы, да? Микроквартира стоит 650 тысяч, ее комнаты общежитие 600. Можно было бы решить. Значит, надо это строить, это и для молодежи важно, и для наших пожилых людей тоже важно. Вот, ускорить принятие решения Госдумы по поводу принятия патентов на самозанятость на 154 профессии. Они же собирались это сделать, уже который год никак не решат, а у нас есть инвалиды, которые нуждаются в том, чтобы им шел стаж, потому что они еще не пенсионного возраста, и они могут утратить инвалидность, ну, по какой-то причине, а они не здоровы, и они мечтают, что будет патент, они будут платить, они будут немножко работать, будет стаж, и не будет пенсия какая-то, потому что люди переживают, даже тоже с нетерпением, надо поднять это
очень важно внимательное отношение к людям. Еще мне хотелось сказать, что нам нужно научиться отличать, нести ответственность каждый на своем месте за то, что происходит, за то, что мы делаем. Вот у меня телефон доверия, обращаются очень многие люди. Звонит женщина, значит, у нее частное собственное жилье, с 2004 года по сегодняшний день с нее берут за наем жилого помещения. Это только в муниципальных квартирах можно брать. Значит, она не получает пенсии, с нее вычитают 40 тысяч за то, что вот эти годы, значит, надо было платить за наем жилого помещения. Она возмутилась, и я говорю, это Гавриков распорядился. Ну, Гавриков, конечно, у нас в 2004 году жил в Сыктывкаре. А другая женщина мне говорит, что с 93-го года в ее частном жилье по 2004 с нее брали за наем жилого помещения. Гавриков в это время, я думаю, что еще в школу ходил. Да? То есть все валит Гавриков виноват, у кого-то канализация не работает, Путин конкретно. Давайте научимся сами отвечать каждый за то, что он делает, чувство ответственности должно быть. Вот надо научиться этому в конце концов. Не просто отрабатывать зарплату или зарабатывать прибыль, а надо все-таки думать о людях. Очень сложное положение с пожилыми людьми, потому что ухаживать за ними, вот соцслужба не справится, там соцработник пришел, ушел. Нужны сиделки. Сиделки, даже если из расчета 100 рублей в час, это многие на сегодня кризис неподъемно оплатить не могут. То есть старики остаются без помощи и без защиты. Родственники помочь не могут. Уйдут с работы, тогда вообще пропадут, да? И работы не найдешь. Надо думать вот об этой защите. Нужно думать о том, как помочь старикам, которые болеют, их очень много, инвалиды, прооперированные, те, которые несут инфаркты, онкологические, их очень много. Но наши люди помогают, сколько можно, да? Все-таки надо подумать, как это все сделать грамотно. Нужна защита юридическая, потому что куда люди не ткнутся, право и правда не найдут. Юридическая грамотная защита не купленных адвокатов, которые работают сразу на всех, не имеют права возглашать еще что-то. То есть реальной помощи люди не получают. Деньги с них тянут, а вот бесплатная помощь нужна. Чтобы у нотариуса доверенный сотрудник 10 тысяч нужно. Где необеспеченные люди возьмут такие деньги? И еще я бы приняла вопрос, вот как раз к такому общественному уровню, о необходимости отмены обязательности регистрации. Потому что если у человека регистрации нет, он не работает, нет медицинской помощи и масса проблем, он не может решать свои проблемы, то есть он не может устроиться на работу. Пусть это работает, но не обязательно. Да? Вот такие вопросы надо принимать на уровне общественности. Ну, это честь. Спасибо большое. Дело в том, что мы уже говорили на эту тему, и это как раз работа тех НКО, которые сегодня в нашей республике уже есть. И они могут уже поделиться даже опытом этой работы. Но то, что вы сегодня делаете, действительно достойно огромного уважения. И я так полагаю, что да, это та тема, которую можно вывести на площадку общественной палаты и присоединить те НКОшки, которые уже этим занимаются, и Министерство по соцвопросам, которое сегодня 442 закон, как говорят, до сих пор так неуверенно приступает к его реализации, думаю, здесь при разговоре будет присутствовать. Спасибо большое, потому что все, что вы сказали, мы, естественно, зафиксировали. Прошу, коллеги, только прошу регламент выдержать, потому что есть желающие говорить. Добрый день. Руководитель Коми региональной патриотической общественной организации «Артель», представитель казачьей станицы Сольская имени генерала Ермолова, представительство Кирского казачьего войска в Республике Коми. Зовут меня Искандер Руслан. Наша некоммерческая организация уже работает, то есть некоммерческая организация «Артель» работает около 2 лет, и в прошлом году я представлял Республику Коми на международном форуме инвесторов при поддержке Академии Мосслужбы. Расскажу немного, хочу сказать по проблемам, с какими мы сталкиваемся. Одна проблема – это не всегда нас слышат чиновники. То есть любая социальная программа, любое
пример. Калина Александр Юрьевич, например, в Эжве нас собрал, и наши проекты в Эжве просто гремят. То есть можно съездить, посмотреть на дворы, посмотреть на уборку снега, ну и там много всего. То есть есть хороший опыт, но есть хороший опыт взаимодействия, но сталкиваемся все-таки с проблемой непонимания. И также хочу немножко сказать об объединении, об интеграции. Вот здесь от общества инвалидов сказали, что нам нужно объединяться, и я в этом согласен. Приведу пару примеров. Знаю лично